Детское движение «Стремление Джулур» было создано в 2003 году по инициативе нашего президента республики Егора Афанасьевича Борисова. Мы в 2013 году в июле месяце провели большой учредительный слет, где мы вместе со всеми детьми республики, с участием всех детских общественных объединений, мы создали данное движение. Наше движение сегодня объединяет 729 детских общественных объединений, где состоят свыше 75 тысяч детей. Если посмотреть общее число детей нашей республики, то мы сегодня охватили 56,6% детского населения. Но мы не ставим, скажем, 100% охватить всех детей, потому что не все дети занимаются именно общественной деятельностью. Кроме того, конечно, у детей масса увлечений. Мы никого не заставляем, мы работаем только на добровольной основе, и мы стараемся зажечь ребят, чтобы сами к нам пришли. Наша организация – это некое государство детей. Наше движение имеет свой флаг, свою атрибутику, свои слоганы, свой девиз, свой гимн, и свою клятву при вступлении в ряды нашего движения. Да, и, конечно же, имеет свою трехуровневую программу развития детских общественных объединений. Если раньше у нас были октябрята, то есть начальное звено объединяется под программу «Следопыты». А почему следопыты? Потому что они идут по следам взрослых. И наши учителя обучают, как ориентироваться на природе, да, как, в общем, себя вести в общественной жизни. То есть это дети с 8 лет. А среднее звено называется у нас программа «Искатели». То есть в среднем звене в основном дети ищут свое направление, свой путь развития. И здесь мы должны уже предложить спектр направлений. Дети уже должны попробовать себя везде, во всех направлениях деятельности. То есть идет профориентационная деятельность. И тем самым они приобретают несколько умений, навыков, знаний. Потом взрослые наши детишки объединяются под программу «Новатор». Они же должны принимать участие в экологических направлениях деятельности, благоустройстве, трудовое воспитание включается и, конечно же, проектная деятельность. Вот это основа. В детской среде, конечно, должна быть единая программа, и реализующие инструментами должны стать мероприятия. В течение года мы проводим разные акции, деловые имитационные игры. 5 декабря мы отмечаем День детского движения в Республике Саха-Якутия. Приближением уже весны у нас проходит и фестиваль детских общественных объединений Республики, конкурс «Лидер 21 века». Это по выявлению лучших общественных объединений, лучших организаторов детского общественного объединения, лидеров детских объединений. Мы проводим научные практические конференции, велопробеги, лыжные десанты, мы поисковые отряды, трудовые отряды у нас создаются. Кроме того, мы ежегодно 2 раза в год летом в районных площадках проводим академии лидеров, школы лидеров, где мы стараемся уже готовить активов детских общественных объединений. Ну и 1 раз в 2 года у нас проводится слет детских общественных объединений. Мы всегда стараемся взаимодействовать с детьми. Конечно, есть и сложности, мы не можем 3 раза в год собрать наших детей со всей республики, но мы стараемся ежегодно выезжать в 20 районов республики. В 2015 году по указу президента страны Владимира Владимировича Путина было создано Российское движение школьников. Это единая платформа, чтобы объединить все разрозненные детские общественные объединения на российском уровне. И, конечно, наш регион является передовым, одним из первых регионов, который этот механизм выбрал и по сей день это направление держит и продвигает. Одним из новых механизмов нынешнего учебного года станет старт марафона детских общественных объединений, который называется «7 заданий главы Республики Саха-Якутия». Это некое соревнование между детскими общественными объединениями. Лучшие из лучших будут поощрены, и думаю, что это станет неким таким стимулом и должен консолидировать все детские общественные объединения. И к столетию Саха-ССР мы должны уже показать всем, что детское общественное объединение тоже вносит вклад в развитие социально-экономического развития нашей республики. Мы не оторванно работаем, а мы хотим помочь нашему государству. И желание у детей есть. То есть сегодня ориентиры и те проблемные зоны отмечает республика и страна. По этим направлениям мы работу будем вести. И мы очень надеемся, что диалог взрослых и детей всегда будет. И как сами дети говорят, они все разные, но мы равны.